Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 21 августа. Мы с вами будем смотреть на колоде пасьянс, это цыганский пасьянс. Смотрим от овнов до рыбок в одном видео все знаки. Также посчитала, на этот день у нас с вами влияет аркан суд. Суд — это у нас карта освобождения, это карта легкости, избавления от проблем. Поэтому все должно быть плюс-минус хорошо. Также это у нас еще карта, связанная с родом, с родственниками. Возможно, там какие-то встречи, общение, может быть. Родителям, может, допустим, там заехать к родителям, позвонить родителям, поговорить. Поэтому так. Ну, сейчас посмотрим, что нам карты покажут. Первые овны. Овны, 21 августа, четверг, события дня. Овны, четверг. Так, поехали. Сразу слезы. Сейчас, секунду. Камешки мои. Слезы, первое событие. Успех. Может быть, это слезы радости. Слезы ж не только печали. Да, видите, и идет шарик. Радость. Угу. Будильник. Угу. Флаг. Так, сейчас надо посмотреть, видно, да, все вам там видно. Проверяю горизонталь, вертикаль. Дерево нельзя. Получается, у вас в этот день слезы, но похоже, это будут слезы радости, потому что выпадает успех в делах и победа в этот день. Ну, так же, как и карта суд, они показывают, что вы как будто бы решаете большую какую-то проблему и для себя с позитивным результатом. Хорошие новости еще будут ждать. Тоже, кстати, карта новостей. Да, ангел протрубил. Это какой-то сигнал, звук, новость. Хорошие новости. Единственное предупреждение — это по времени. Будильник показывает, что в этот день со временем вы дружить не будете. Поэтому правильно распределяйте. Давайте себе запасы по времени. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Тельцы. 21 августа. События дня. Да что такое? Тельцы, четверг, 21. Тельцы. Интересно, что они падают. Неприятность. Как вот у меня, видите, 4 раза упала. Какая-то неприятность может быть. Змея. Ножницы. Сердце. Колокольчик. Угу. Мечи. Смотрим горизонталь, вертикаль. Ключ нельзя. Так, значит, получается, неприятность в этот день может быть. И показали, какая, смотрите, неприятность, конфликт, 2 меча, змея. Возможно, это будет одно событие. Выяснение отношений с человеком, который
имеет к вам какие-то претензии. Дальше общение с друзьями, пустые разговоры, болтовня и решение вопросов в этот день. Ну, в целом, как бы неплохо. Вот если избежите этой неприятности конфликта, то все будет хорошо. Благодарю за внимание. И переходим дальше к близнецам. 21 августа. События дня близнецы. Так, близнецы. Угу. Первое событие, я вижу колокольчик. Флаг уже нельзя соединить. У вас события выпадают по диагонали. Солнце. Цыпленок. Угу. Колодец, к сожалению, выпал. Молния. Сундук нельзя соединить. Здесь нет, нет. Машина. И здесь нет. Получается, в этот день пустые разговоры, болтовня с кем-то, общение с семьей, с детьми, хорошее настроение, новости, новости в электронном виде, смс-ка, телеграм-каналы, почта, поездка и негативное событие, очень сильные переживания. Колодец показывает глубокие, очень глубокие. Из-за чего они будут, сложно сказать, не могу. Если бы это был Ленорман там или Таро, можно было бы сейчас бы заглянуть, посмотреть. Ну, тут карты показывают, есть переживания. Из-за чего? Непонятно. У вас будет, видите, и негативное настроение, да, печаль будет, и позитивная радость. Так что настроение будет у вас меняться в этот день. Благодарю за внимание. И переходим к ракам. Раки, 21 августа, события дня. Раки, четверг, 21 августа. Кровать выпадает. Колодец. Чемодан. Цыпленок. Бокал нельзя. Якорь. Письмо. Угу. Рыба. Так, смотрим, значит, здесь дерево еще есть.
Здесь не вижу. Получается, в этот день может быть интимная связь, кровать, ну или там разговоры, мысли об этом. Разлука временная, расставание с кем-то, общение, контакт с детками, разочарование, грусть, тоска, приглашение, новости, скользкое дело. Ну, это всегда мошенничество, какие-то схемы. То есть вас пытаются втянуть в какую-то аферу. Надо быть осторожными. И смотрите, рядом письмо, ну, то есть информация, документ может быть какой-то, новость не очень правдивая, не очень честная какая-то. И якорь — это остановка где-то надолго. Да, вот видите, вокруг якоря ничего нет. То есть тут ничего происходить не будет. Скорее всего, вечером вы где-то заякоритесь. Так что для вас два предупреждения. Это рыба, постараться избежать рыбы. И, возможно, будет разочарование в этот день. Опять же, это разочарование может быть связано с этой рыбой, с этим обманом. Ну, это скорее не обман, это такая, знаете, какая-то хитрость, манипуляции. Поэтому всякие делишки, надо быть тут осторожными. Не попасться в сети аферистам. Так, смотрим дальше львов. Львы. 21 августа, львы, события дня. Львы. Сразу же выпадает победа. И рядом разговор деловой. Победа в каком-то общении, разговоре, контакте. Тут два варианта, смотрите, успех и есть надежда. Вот что вы первым увидели, когда я карточку взяла? Я увидела успех. Ну, я одновременно увидела, но оставлю успех. Так, дальше, значит, весы. Колодец. Это что это? Колодец прям преследует все знаки. Угу. Роза. Роза и ножницы. Горизонталь, вертикаль не вижу. Получается, в этот день вас ждет победа, успех, это в делах, решение вопроса, деловой разговор. Вот, может быть, какой-то разговор пройдет очень успешно для вас. Также может быть приятная встреча, свидание, может быть сложный выбор в этот день, весы, колебания будут между двумя вариантами. И разочарование тоже, к сожалению, может быть. Опять же, может быть, выбор сделан неправильно и разочарование. Тут очень сложно сказать, и как это будет, из-за чего, почему. Оно вообще, может быть, с вами не связано. Так что даже вот такое бывает. События для вас, львы. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Девы, 21 августа, четверг, события дня. Первое августа, девы, четверг. Весы.
Часы. Цыпленок. Дерево. Угу. Яблоко. Замок нельзя, здесь нет, и здесь еще есть дом. Значит, рассказываю. Первое событие. Весы, сложный выбор в этот день. Принятие решения. Будильник показывает, что время может сдвигаться, меняться. Вы можете ждать, опаздывать. Поэтому по времени тут будут вопросики. Домашние дела, слезы, приглашение и общение, контакт с детьми. Рыбки также могут показывать заботу. Ой, рыбки. Цыплята могут показывать заботу, например, заботу о детях в этот день. Так что из предупреждения у вас будильник. Правильно распределяйте время, чтобы все везде успеть. Ну, слезы это могут быть и слезы радости, тут сложно сказать. Не обязательно это прям, знаете, какие-то сильные переживания. Благодарю за внимание, девы. Переходим к весам. Так, весы. 21 августа. 21 августа. События дня, весы. Угу. Первое событие, мечи у вас выпадают. Угу. Мешок. Лебедь. Горизонталь, вертикаль я не вижу. 3 события всего нашла для вас. Первое показывает, что может быть ссора, скандал в этот день, выяснение отношений с кем-то. Тема, связанная с деньгами. Могут быть как поступления, так и расходы. И верность, гармоничные отношения в паре. Ну, из предупреждения это, конечно, скандал. Постараться избежать ссоры, скандала. Иногда, кстати, мы являемся свидетелями какой-то ссоры, скандала. То есть не всегда мы, да, участники, скажем так, этого события. Ну, вот такой вот день у вас, весы. Благодарю за внимание и переходим к скорпионам. — 21 августа. Скорпионы, события дня. Угу. Первое событие — бокал, четверг.
шарики, мешок с деньгами, подсвечник, сердце нельзя, здесь и здесь еще есть молния. Значит, рассказываю. В этот день, в четверг, у вас может быть застолье, бокал, хорошие новости могут быть, надежда. Но если есть надежда, ожидания от этого дня какие-то, то, скорее всего, они будут реализованы. Еще нашла, смотрите, детей, цыплята. Дети, будете с ребенком, может быть, с ребенком где-то хорошо проведете время. Бокал, да, и цыплята. Дальше хорошие новости. Деньги. Мешок может показывать как поступления финансовые, да, так и расходы, большие какие-то покупки, большие траты в этот день. И получение информации, новостей. У вас, видите, идут две новости. Хорошая новость, позитивная, радостная, и новость в электронном виде. Типа там письмо на почту приходит, какая-то важная информация, смс-ка может приходить какая-то важная. Может быть, смс-ка, да, с финансами связанная. Так что вот такая информация для вас. У вас тут как бы все хорошо. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. (21 августа), стрельцы, события дня. Смотрим. Чувствую, что что-то есть. Ага. И еще вот так тоже можно было, видите, соединить. А я же думаю, что-то есть, а я ничего не вижу. Но я оставляю маску, потому что я ее увидела первую. Ножницы. Чемодан. Замочек. Корабль. О, еще здесь есть расческа. Угу. Ну, у вас тут прям предупреждения идут на четверг. Так, есть хорошее событие. Угу. И здесь нет. Значит, смотрите, из предупреждения, что выпало. Обман, маска. Вас могут обманывать в этот день. Неприятность. Ну, опять же, возможно, это она и есть. Тайна, замок. Да, то есть какая неприятность. От меня что-то пытаются скрыть. Тайна. Да, за 7 печатями. Поэтому тут вот вам надо быть очень внимательными, осторожными. Не верить. Не верить в этот день и пытаться, да, вот увидеть сквозь эту маску правду. Дальше долгое ожидание может быть, временная разлука, расставание с кем-то, решение какого-то вопроса, надежда и исполнение желания. То есть из хорошего вы на что-то надеетесь, какой-то вопрос решается и может исполниться желание. А из предупреждения это вот эти вот все тайны, интриги, расследования тоже могут быть. Благодарю за внимание и переходим дальше к козерожкам.
Козероги, 21 августа. События дня Козерожки. Угу. Письмо. Весы. Флаг. Домик. И проверяем, смотрим, что здесь. Рыба есть. Так, здесь нет. Значит, 5 событий у вас на четверг. Первое – это письмо. Оно показывает, что в этот день вы можете получить какую-то важную информацию, сообщение, новость. Или же просто может быть получение какого-то документа, посылки и так далее. Сложный выбор. 2 варианта будете выбирать, сомневаться. Будет победа в делах, достижение победы. Домашние дела могут быть в этот день. И рыба – это хитрость. Хитрость, манипуляции, какие-то уловки, ухищрения, когда вокруг вас, да, вот плетутся там интриги и так далее. Поэтому тут как бы по рыбе надо быть очень-очень осторожными, чтобы вас не втянули в какие-то скользкие делишки в этот день. Благодарю за внимание, Козероги, и перехожу я к Водолеям. Так, Водолеи. 21 августа. События дня. Водолеи. Водолеи. Угу. У вас выпадает первая роза. Первое событие. Цепь. Угу. Маска. Бокал. Подарок. Здесь не вижу. Значит, смотрим первое событие. Свидание в этот день. Свидание или просто приятная встреча. Подарок. Приятная встреча, подарок. Дальше нерешенный вопрос может быть. Может быть застолье. Ну, опять же, застолье, свидание. Подарок, может быть, вместе проиграться. И 2 негативных события. Это предупреждение, то, что какой-то вопрос может не решиться в этот день. Если вы рассчитываете, да, в четверг на решение, то карты говорят, ну, снова здорово, опять, да, все переносится там на другой день. Давайте посмотрим. Одна половинка ножниц. А, вот она, вторая. Ну, далековато, конечно. В принципе, до конца недели, ну, может быть, до конца недели решится. Было бы, конечно, бы на одну карточку ближе. Можно было бы сказать, что прям совсем скоро. Значит, нерешенный вопрос и, конечно же, предупреждение – это маска, обман.
Вас обманывают. Люди на себя надевают маски, прикидываются друзьями, прикидываются порядочными, хорошими, и вас легко обманывают. Поэтому смотрите да сквозь эту маску. Ищите правду в этот день. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Так, рыбки. 21 августа, рыбы, события дня. Августа, рыбы, события дня. Четверг. Покажите мне. Угу. Хорошее событие, шарики. Якорь. Якорь такой нейтральный. Ни хорошее, ни плохое. Ножницы нельзя, к сожалению. Бокал. Подсвечник. Вместе с бокалом это может быть романтический ужин. Так, и давайте посмотрим здесь еще. Змею нельзя. Я не вижу горизонталь, вертикаль. Получается 4 события. В четверг у вас первое, значит, шарики. Это очень-очень радостные новости. Какая-то позитивная информация придет к вам. Дальше застолье может быть, подсвечник, надежда. Ну, допустим, есть какие-то там надежды, мечты на этот день. И если выпадает подсвечник, то они могут быть реализованы, эти надежды. Ну, если брать, как я вам сказала, уже с бокалом, то может показывать романтический ужин. Тоже может быть. И одно такое нейтральное событие – якорь. Якорь – это всегда фиксация. Где-то долго и нудно мы находимся на одном месте. Возможно, это на встрече, да, например, на этом застолье много времени. А может быть, видите, половина дня ничего нет, нет никаких событий. Якорь, да, то есть такая какая-то стабильность, стагнация даже и так далее. Поэтому вполне может быть первая половина дня у вас как будто бы на якоре. Ну, а потом, видите, появляются и веселенькие события. Ну, то есть ничего такого негативного, плохого я здесь вообще не вижу. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.